Всем привет, дорогие друзья, с вами программа «Ветви». С вами Ветви, Рая и Лера. Всем привет! Всем привет! Мы сегодня будем пробовать еду. Иногороднюю, иноземную, импортную и кислую. И начнем мы с острой лапши, которую специально выбирал Кэп. Специально из Кореи привезли для того, чтобы причинить боль моим коллегам и удовольствие мне. У меня реакции нету, ну что? Маша просто... Знаешь, какое лицо мне было? Такое... У нас тут лапша. Вот она лапшичка-то. Которая называется, сами видите. С корейскими тут буквами, с надписями. Написано, что это халяль. Но на английском подписано hot chicken. Flavor рамен. 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 Не судите строго. Кстати говоря, лапша называется самьян. То есть фотографы оценят. И также, наверное, где-то есть лапша Tamron, Canon, Nikon и, конечно же, Zenit. Нет, конечно. Заварите 600 миллилитров boiling water and cook for 5 minutes. Она вообще-то предназначена для жарки. Но мы сегодня просто ее заварим, потому что мы простые люди. А теперь Мы будем открывать и заваривать. Да. Не могу уже дождаться, пока поем, потому что я сегодня ничего не ел. Маша тоже не должна была ничего есть, но она по-любому Я что-то ничего поела. не ела, Ну, но по-любому мне прет. сказали, лучше бы я поела. Лучше бы ты поела. Что происходит? Ну вот и заварилась наша лапша. И сейчас мы будем ее пробовать. Уже по цвету видно, что это не говяжий доширак. А по запаху... Ну, по запаху уже как бы чувствуется запах, огонек. запах прям шибает. Запах прям шибает. Дамы, вперед! Да я боюсь, что там... Кушай. И тадакимас, как говорится. Бон аппетит. Ешь давай. Первое впечатление о вкусе сначала было... Она в горло попала. Сама лапша-то вкусная, а вот сейчас начинает подступать. Это слеза, ты видишь? О, вода. Что хочется отметить? Не, так-то остро, блин. Губами не касайся только, если у тебя трещинки особенно. И в горло не проникает, пусть это дело. Вообще не ешь. Полость рта не так сильно жжет, а жжет больше гортань и губы. Сейчас уже ничего не чувствую, по-моему, у меня онемел рот. Но это говорит о том, что перца действительно много, то есть не пожалели. Попробуй мой, может быть, у меня побольше. Попробуй. Сама свой ешь. По поводу лапши. Это не обычный доширак, более плотная лапша сама по себе. Вкусная лапша. Больше похожа на полноценную лапшу, которую варят. О, жарко. Да нормально. Ну, если ее сильно так с бульоном не перемешивать, то нормально вроде. Так как девчонки уже привыкли к вкусу замечательной корейской лапши, мы решили немножко поднять ставки и... Срирача. Срирача? Это Звучит соус. странно. Нет. Она что-то не чувствует, кстати. В смысле? У меня рот онемел, хватит. Нет, не надо. Вот этот соус сделан целиком из чили, то есть тут нету томатов, ничего, тут просто красный перец, сахар и уксус. Нет, еще чеснок. Ты губы мои видела? Ты посмотри, что это. Ага, красные. Реально, как будто можно снять губы. Боже, что за пипец. А мне нравится. Чувствуешь, запах изменился от соуса? Мне плохо. Мне так лучше. Больше не остро, спасибо, как. Да, острота чуть-чуть отходит на второй план, ты просто начинаешь ее меньше воспринимать. Теперь я готова все это съесть. Нет, не готова. Как ты это ешь? Что-то опять вернулся вкус, да, острый. Надо быстрее, походу, есть. Это все надо до конца съесть, да? Да, если так посмотреть, как будто шоу 80-х, знаешь, лава-лампа. Круто? Нет. Маша не любит 80-х. Весело тебе, да? Я люблю 80-е. Скажи пару слов, пожалуйста, Рая.
Я уже так закалилась, что несите стекло, я буду его грызть, мне пофиг. Остро. Маша Не просто сильно. сама по себе не очень эмоциональный человек, знаете, внутри она просто... Как в фильмах ужас. Можно язык ей вытереть? Боже, я поплачу. Я вчера такой фильм смотрела. Если прижать язык к небу и сделать так, Нет. прям чувствуется, как перец пытается прожечь одновременно мозг и сам язык. Ой, мне горько вообще так стало. У меня перец вот здесь вот обволок. Вот-вот, до горла дошло. Обволок мое горло и не хочет ни вниз, ни наружу. Он хочет оставаться в горле. Это называется изжога. А, все, я все, финиш. Да давай. Заплачено. Я не могу сомкнуть рот. Это очень больно. Ой, больно. Хочешь все? Да. Мне в детстве один раз брат суп за шиворот вылил. За то, что я не доела. Хорошая идея. Маша, Я нашла кунжут. в твоих же интересах допить, потому что эта штука за шиворотом. Сейчас я могу сама Тоже. решать. Лера сегодня попробовала ад на вкус. У меня, по-моему, голос даже изменился. Что-то не то пошло. А есть холодного. Связки, бедные мои связки. Ой. Ой, помогите. Я точно не буду, я передаю эту эстафету тебе. За милых дам. Не будешь? Не смотри. Я об этом точно не пожалею. Мы закончили с острой едой, и теперь мы переходим к... Bean Boozled. Волшебные бобы. Волшебные бобы, игра, которая, наверное, многим известна. У нас такой небольшой бонус к видео. Суть такова. Там есть две конфетки, по две конфетки разных цветов. Две коричневые, две желтые, две оранжевые. И типа одна из них будет со вкусом собачьего корма, а другая со вкусом шоколадного. Ну, не обязательно. Ну, типа, одна невкусная, другая вкусная. Зеленый может быть грушей, так и козявками. Что меня больше всего смущает в этой упаковке? Просто здесь написано натуральные и искусственные ароматизаторы. То есть здесь есть натуральные ароматизаторы. Ладно. Все, едим. Вонючие носки, либо тути-фрути. У меня тути-фрути. У меня тоже. Либо такие вкусные вонючие носки. Хотя, подождите. Говорят, после этого очень сильно воняет изо рта. И да, это носки. Это или гнилое яйцо, или попкорн. Можно немножко вот так вот даже поделать. Ну все, я ем. Почему-то сейчас смешно. Противное попалось. Тут не по 2 боба в коробке, а по 3. То есть мы можем оба проиграть. И вот сейчас это самое и произошло. Заплесневелый сыр. Нет, нормально на вкус вроде. Нет. В ней либо лайм, либо сопли. А какие на вкус сопли? Почему у нас одинаковые там? Я не пробовала лайм, но сопли в детстве я пробовала. Зеленые. Зеленая. Ну, либо трава, либо лайм. трава. А Маша сразу как бы взяла самый такой легкий вариант. Ну хорошо, трава или лайм? Ну, я хочу попробовать. Дай. Мне трава попалась. У меня тоже трава. А, нет, это лайм. Нет, у меня все еще трава. Это трава. Трава. Ну все. Это был либо собачий корм, либо собачий корм. У меня вкусно. Ну-ка, дыхни. Не, ну ты чё? Прям так настолько, что ли? Клубнично-банановый смузи или мертвая рыба? Не ешь? Ну что, давай. Ой, как ужасно. По-моему, тут все одинаково отвратительно. Такое чувство, что это просто какой-то обман. Ну, очень дорогую коробку всякой гадости купили и съели еще наспор. Либо персик. Что такое барф? Удачи. Тут есть банановый Да, что-то ешь, есть там персик. Бобы из табаско. Девчонки не стали есть их, потому что им лапши хватило. А Маша-то избежать этого не может, потому что вот они уже, бобы-то, им нужно их есть. Сразу 3. Сразу 3? Раз. 2. Что, серьезно? 3. Сознанием дела. Да, я жую нормально. Вы мою реакцию не пресечете, а я хорошо скрываю свои эмоции. Да, жжется.
Давай еще 3. Я бы не сказала, что сильно. Съешь еще 3? Да. После лапши это вообще лайтово. Да, они сладкие, и сразу же чувствуется вкус красного перца. Ладно, все, я съем третий еще. Ой, жую я. Знаешь, на что похоже? На какое-то лекарство. Да, но горькое такое. Неприятно. Респект ребятам, которые делали эти бобы, потому что действительно похоже на табаско. Ну, по итогу, что хотелось бы узнать? Рая, ты бы посоветовала из того, что мы попробовали, что-нибудь своим друзьям? Друзьям можно было бы посоветовать эти конфетки, потому что в большой компании, возможно, было бы Весело. Лапша действительно острая, но вполне съедобная. Конфеты с табаско действительно острые, но похожи на табаско и тоже вполне съедобные. А вот BeanBoozled очень сильно на любителя, то есть всегда хочется эту гадость выплюнуть, когда ты понимаешь, что это гадость. Для меня вообще оказалось, просто эти бобы для меня были спасением после лапши, потому что лапша была огненная, невероятно. с соусом было лучше. Лапша – это... По-моему, у Леры изжога началась же все. Вы, дорогие зрители, пишите в комментариях, что, может быть, вы тоже можете предложить из интересного, из оригинального, или, может быть, очень острого, или еще какого-нибудь там А экзотического. мы будем как популярные блогеры обозревать для вас. Я хотел сказать, мы будем как морские свинки, просто есть все, что нам дадут. Но... Ну, Вы смотрели «Ветви», с вами была Рая. И Лера. Увидимся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! до новых встреч! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.